Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в выпуске. В Уфе состоялась презентация экономических и инвестиционных возможностей Абхазии и Башкортостана. Об истории и статусе государственной дачи Пицунда. Специальный репортаж программы. Судебное заседание по делу об амнистировании Самура Джопу, отбывающего 20-летний срок по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, вновь перенесено. В Абхазской государственной филармонии прошел поэтический вечер Иланды Джекерба. Продолжается визит делегации Абхазии в Башкортостан, которую возглавляет президент Аслан Бжаня. В рамках визита Аслан Бжаня и глава Башкортостана Ради Хабиров посетили Центр управления Республикой Башкортостан. Также в Конгресс-холле Торатау были презентованы экономические и инвестиционные возможности республик. Кроме того, делегация Абхазии встретилась в Уфе с активистами молодежных организаций. Все подробности в репортаже Шазины Ханагу. В рамках рабочего визита президента Абхазии Аслан Бжаня и глава Башкортостана посетили Центр управления Республики Башкортостан в Уфе. Начальник управления главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская рассказала гостям, что сердцем Центра управления Республикой является блок, который работает с обратной связью. Один из ключевых показателей – время, в течение которого жители получают ответ на свои обращения. Работа с обратной связью строится через информационные системы «Инцидент-менеджмент», который мониторит комментарии в соцсетях, и платформу госуслуг «Решаем вместе». Они входят в число 12 информационных систем, с которыми работает Центр Башкортостана, и объединены в 60 аналитических панелей. Ради Хабиров подчеркнул, что работе с обращениями жителей в республике уделяют большое внимание. Именно поэтому в Башкортостане выстроена эффективная инфраструктура, которая позволяет анализировать обратную связь и принимать на ее основе управленческие решения, прежде всего ориентированные на вопросы социально-экономического развития. С наступлением летнего сезона специалисты Центра ведут мониторинг 117 официально открытых пляжей по республике. Всего планируют оборудовать 138 площадок у водоемов. На всех официальных пляжах дежурят спасатели. Очень приятно быть здесь, в вашем центре. И то, что глава республики в режиме упреждения нащупал необходимость принятия такого решения, создания центра, это говорит о том, что ваш центр просто обречен на успех. Для нас это познавательно, очень многое кажется нам интересным, и мы в обязательном порядке вооружимся вашими технологиями и вашими подходами для решения таких же аналогичных проблем, с которыми сталкиваются жители Абхазии. Желаю вам всем успехов и новых свершений. Будьте здоровы. Далее Абхазия и Башкортостан представили свои экономические, инвестиционные и туристические потенциалы в Конгресс-холле. В приветственном слове премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров отметил важность таких встреч, которые играют большую практическую роль в продвижении взаимной торговли, инвестиций и расширении прямого диалога предпринимательских сообществ. Причем не только в масштабах республик, но и в более широком глобальном измерении части международного экономического сообщества. Целью нашей является это увеличение товарооборота. Сейчас, конечно, пока это товарооборот между нашими регионами не вышел на должный, на мой взгляд, уровень. И хотя по сравнению с 2020 годом мы выросли почти в 1,5 раза, этого, конечно, еще недостаточно. Есть множество продукции, товаров, которые мы бы хотели приобретать, и чтобы к нам поставляли из Абхазии. И у нас есть большое количество товаров, и нефтехимия, химия, нефтяная продукция, продукция сельского хозяйства, которые в Башкортостан уже поставляет в Абхазию. Ну, конечно, может кратно это увеличивать. И в итоге это должно привести не только к увеличению взаимного товарооборота, но самое главное, к увеличению нашего экономического потенциала и Абхазии, и Республики Башкортостан. Президент Абхазии Аслан Бжаня поблагодарил руководство региона за теплый прием. Тот потенциал, которыми наделены наши республики, на этом историческом этапе не используется в полной мере. Мы должны интенсифицировать наши контакты в разных сферах жизни. И эффект синергии он даст, конечно же,
положительный результат для наших граждан. Конечно, цель облегчить или улучшить жизнь наших граждан, сделать так, чтобы те товары и услуги, которые производятся в республиках, могли быть доставлены из Абхазии в Башкортостан и наоборот. Экономический и инвестиционный потенциал Башкортостана представил первый вице-премьер-министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов. Туристический потенциал Абхазии представил министр туризма Теймураз Хишба. Он рассказал об истории государства и выразил заинтересованность в обмене опытом с Башкортостаном в определенных направлениях, а также сотрудничестве, в частности, в сфере туризма. Также обозначил действующие налоговые льготы и преференции на территории страны. Так, инвестор может рассчитывать на снижение налога на прибыль и налога на имущество на 50% при вложении от 10 до 70 миллионов рублей. При объеме инвестиций свыше 70 миллионов рублей возможно полное освобождение от данных налогов. Льготы, преференции действуют в течение срока окупаемости проекта, но не более 8 лет с начала реализации. На самом деле Абхазия славится не только своими санаториями. В Абхазии самое главное, как и было, так и остается, это особое человеческое отношение. Абхазцы называют свою страну Апсне, что в переводе на русский язык означает «страна души». Президент Абхазии Аслан Бжаня подтвердил намерение расширения связей между двумя дружественными республиками. У нас есть потенциал роста, у нас несколько хороших предприятий. Недавно был создан союз виноделов. И вот деловые контакты между вот этими предприятиями и возможность выйти на ваши торговые сети с нашей продукцией – это одно из направлений, которое обеспечит нам рост товарооборота. Это первое. Второе – вопрос связан с обеспечением цитрусовых. На самом деле наши мандарины, они очень вкусные, качественные. В экологическом отношении они безупречны. Мы практически не пользуемся в сельском хозяйстве препаратами химическими, лекарственными. Все это производится на открытых грунтах, натуральный продукт. И вот я тоже не знал, что объемы такие маленькие. Мы в обязательном порядке попробуем их нарастить. В Центре управления республикой также состоялась встреча президента Аслана Бжаня и членов абхазской делегации с активистами молодежных организаций Башкортостана. Встреча прошла в формате открытого диалога. В приветственном слове глава Башкортостана обозначил приоритетные направления молодежной политики. Республика Башкортостан – самая молодая республика Приволжского федерального округа. У нас миллион молодежи. Это вот наша гордость, это наше будущее. Мы действительно в этом плане молодая республика. И работа с молодежью, создание условий для развития, для профессионального роста молодежи имеет для нас огромное значение. Поэтому вот у нас сегодня будет возможность пообщаться. Вообще, как работа у нас построена? Безусловно, у нас структурно она организована таким образом, что у нас есть отдельный государственный комитет по делам молодежи. Яна Александровна, председатель этого комитета. У нас есть целый ряд, в каждом муниципалитете в отделе администрации, отдел либо управления по делам молодежи и центры содействия молодежи. Вот здесь вот небольшая информация есть. Вот. Мы начали еще идти по пути, создавать для молодежи такие творческие центры, как вот Яшлек Хаус, вот фотография сделана. Яшлек – это молодость, хаус – это дом. Вот. Я думаю, что до 24-го, мы назвали его так, Яшлек Хаус, до 24 февраля. Ну, если бы сейчас мы его сейчас назвали, я бы его немножко по-другому. Я бы его назвал Яшлек, а как дом по-абхазски? Дом на абхазском Аюны. Вот. Яшлек Аюны я бы его назвал. Да. Вот. Спасибо. Президент Абхазии Аслан Бжаня отметил, что рад встрече с молодежными активистами Башкортостана. Я очень рад быть вместе с вами в этой аудитории. Возраст, в котором вы пребываете, это замечательный возраст. Впереди вся жизнь. И очень важно сделать так, чтобы правильно были обозначены приоритеты. Мне, вам, присутствующим в этой аудитории, всем посчастливилось жить и работать в такой великой стране, как Российская Федерация. Страна, которая имеет огромный потенциал, исключительно богатую историю, прекрасное настоящее и оптимистическое будущее.
всегда нужно быть настроенным патриотично, и всегда нужно любить свою страну, говорить о проблемах, которые существуют, и не бояться их решать. Председатель Госкомитета по молодежной политике Башкортостана Яна Гайдук напомнила, что сражения на горных перевалах Абхазии стали одним из самых кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны, во многом определившим исход битвы за Кавказ. Она предложила президенту Абхазии организовать совместные поисковые отряды на местах сражений. Аслан Бжаня поддержал эту идею. Глава Башкортостана Ради Хабиров здесь же поручил подготовить предложение по созданию совместных поисковых отрядов. Отвечая на вопрос о главных достопримечательностях Абхазии, Аслан Бжаня порекомендовал молодым людям посетить все 7 районов республики, где каждый найдет себе место по душе. Во время общения молодые люди задавали вопросы о практике поддержки молодежи в стране, проектах для начинающих предпринимателей. Активисты также обратились с предложениями о сотрудничестве молодежных организаций 2 республик, международных студенческих обменах и взаимодействии в сфере молодежного предпринимательства. В завершении встречи председатель Государственного комитета по молодежной политике Яна Гайдук пригласила делегацию из Абхазии на тематический форум «Ихин молодежи 2022», который состоится в Уфе с 12 по 14 сентября. Жазина Ханагуа, Абхазское телевидение. В Москве состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Узган с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком. Обсуждались вопросы энергообеспечения Абхазии и ценообразования на нефтепродукты, ввозимые из Российской Федерации. Кроме того, Кристина Узган встретилась с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Они обсудили создание общего правового пространства, программы межгосударственной поддержки, восстановление авиасообщения, совместные инвестиционные проекты. Во встрече принял участие замминистра экономразвития Дмитрий Вольвач, представители Министерства транспорта и Росавиации. Вице-премьер, министр экономики Кристина Узган находится в Москве с рабочей поездкой. В республике не утихают разговоры по поводу планируемой передачи госдачи Пицунда в собственность Российской Федерации. Этот вопрос обсуждался в парламенте на заседании профильного комитета, в котором приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваби, председатель комитета по управлению госимуществом и приватизации Беслан Кубрава. Они дали исчерпывающие ответы на все вопросы. С жителями Пицунды на прошлой неделе встретился президент Аслан Бжаня. Глава государства также подробно объяснил, с чем связано данное решение и несет ли оно угрозы для государственности Абхазии. Наш корреспондент Гугуца Варданя подготовила материал об истории и статусе госдачи Пицунда, о том, почему возникла необходимость передачи объекта в собственность дружественного нашей стране государства. Смотрите специальный репортаж сразу после новостей, а сейчас небольшой отрывок из него. 17 февраля 1958 года был принят нормативный документ «Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве объектов государственных дач в районе поселка Пицунда Абхазской АССР», на основании которого начались работы над проектом госдачи военного городка. Основная причина, по которым строительство 3 государственных дач началось именно в Пицунде – благоприятные климатические условия. Это место было рекомендовано управлением Минздрава СССР. В 1960 году объект начал функционировать. Его строительство велось специализированными организациями, ведь госдача предназначалась для отдыха первых лиц СССР. Для нас, абхазов, она имела очень большое значение. Во-первых, это наша территория. Во-вторых, когда там бывали большие люди, они, как правило, приглашали наше руководство. Как правило, с нашим руководством они выезжали по разным селам, по разным районам Абхазии. Они знакомились с абхазами, с его бытом, и они восхищались. Например, лидер Вьетнама Хо Ши Мин, лидер Индии там отдыхал, его дочь Индира Ганди отдыхала там. Там отдыхали лидеры Египта, там отдыхал Фидель Кастро, притом дважды. И Фидель Кастро вместе с Хрущевым ездил еще в Дурипш и встречался с крестьянами.
В 1991 году Владислав Ардзинба подписал документ, который гласил, что все, что находится на территории Абхазии, это собственность республики. А уже в 1995 году в сложное послевоенное время между Кабинетом министров Абхазии и Главным управлением охраны Российской Федерации было подписано соглашение об использовании государственных объектов, расположенных в Пицунде. Мотивами соглашения, согласно документу, послужило создание правовой основы для пребывания военнослужащих Главного управления охраны Российской Федерации на территории Абхазии и укрепление добрососедских отношений между Абхазией и Россией. Согласно соглашению от 1995 года, Кабинет министров Республики Абхазия предоставляет Главному управлению охраны Российской Федерации право безвозмездного пользования государственными дачами номер 8, 9 и 10 в Пицунде с территорией в существующих границах и иным недвижимым имуществом. Кстати, к государственной даче, согласно документу 1995 года, относится и береговая зона. Это та самая береговая зона, которая относится к территории госдачи. Пицунда – это курортный город, и каждый год сюда приезжает множество туристов. Но, несмотря на это, купаться в этой части берега на протяжении многих лет запрещено. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с министром культуры Дауром Ковы ход ремонтно-восстановительных работ в подведомственных Минкульту учреждениях. Готова предварительная смета работ в Сухумском пантеоне. Завершено согласование проекта по Дурипскому православному храму. Также определен объем работ, необходимых для восстановления кровли Лыхнинского храма. Ремонт помещения государственного ансамбля песни и танца близится к завершению. Даур Кова также рассказал, что подготовлена проектно-сметная документация по ремонту в музеях Дмитрия Гулия и Нестора Лакоба в Сухуме. Также по поручению президента Астана Бжаня Министерство культуры совместно с администрацией Гудаутского района занимается вопросом установления в Гудауте нового памятника защитникам Отечества, погибшим в 1992-1993 годах. На встрече обсуждалась и программа торжественных мероприятий, посвященных Дню государственного флага Абхазии, основная часть которых будет проходить в столице. Судебное заседание по делу об амнистировании Астамура Джопа, отбывающего 20-летний срок по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, перенесено в связи с требованием адвоката осужденного об отводе судьи Екатерины Тыргба. Игорь Скнарин и Марина Таня заявили, что судья заинтересована в исходе дела. Обстоятельствами, позволяющими выразить сомнения в беспристрастности Екатерины Тыргба, по мнению адвокатов, является факт принятия судом доверенности от лица Астамура Джопа, составленной сотрудниками МВД с нарушением статьи 63 Административного кодекса, где прописаны полномочия представителей заключенного. Но судья Тыргба сочла допустимым проведение заседания. Однако судопроизводство так и не состоялось ввиду требования адвокатов об отводе судьи. Состоялось первое после 14-го съезда заседания нового состава Президиума Союза писателей Абхазии. Члены Президиума обсудили план мероприятий на второе полугодие, представленные председателем Вахтангом Абхазов. Были сформированы комиссии и назначены их председатели. Кроме того, Союз писателей учредил звание «Литературный очаг», которое будет присуждаться культурным и образовательным учреждениям за заслуги в деле сохранения литературного наследия, пропаганды художественного слова и традиций в абхазской литературе и организации литературного процесса. Известные строки под звуки музыки. В Абхазской государственной филармонии при содействии Министерства культуры прошел поэтический вечер Иланды Джикерба. Аккомпанировал студент Московской государственной консерватории имени Чайковского Барас Куджба. На удивительном вечере поэзии побывала наша съемочная группа. Репортаж Эсмы Гуланце. Сольный поэтический вечер – явление для современной Абхазии редкое и необычное. Зал филармонии понемногу заполняется публикой. Судя по настроению людей, объявленное мероприятие заинтриговало и вызвало живой интерес. Больше всего пришло молодежи – яркой, красивой, интересной. Пригласил нас Куджба Барас. Мы с радостью приняли приглашение. Мы всегда рады
таким мероприятием. Послушать стихи, тем более в исполнении Иланды. Любой стих звучит очень сладко, очень душевно. Мы с удовольствием пришли на концерт и надеемся получить огромное удовольствие. Я вообще люблю такие места, я часто хожу по таким заведениям. Мне просто захотелось чего-нибудь такого классического послушать. И вот на сцене главная героиня вечера – чтец Иланда Джикерба, покорившая просторы социальных сетей бархатным голосом, эмоциональной подачей и, безусловно, красотой. Приглушенный свет, известные строки стихов под классическую музыку. Вряд ли зритель смог остаться равнодушным. На самом деле, мне нравилась только ты. Мой идеал и мое мерило. Во всех моих женщинах были твои черты. И это с ними меня мирило. Аккомпанировал Иланде Джикерба пианист Барас Куджба. В его исполнении звучала вечная музыка Баха и Шопена, а также современные классические композиции. Кроме того, музыкант порадовал публику сольным выступлением. Илана, так как я ее знаю практически с детства, я на самом деле как пианист уже долго не выступал. Ну вот это было в прошлом году, наверное, последний раз когда. Потому что я уже учусь в другом направлении, это дирижирование. Вот, да, и поэтому времени мало остается, к сожалению, на фортепианное творчество. Но благодаря вот таким друзьям моим, вот подруге в данном случае, есть возможность выступать и творить. Масштабный поэтический вечер под живую музыку Иланда Джикерба мечтала организовать давно. Она упорно шла к своей цели, невзирая на то, что многие в нее не верили, считая чтение стихов несерьезным занятием. На первом этапе, когда я занималась, именно начала заниматься на поэтическом поприще, продвигаться, меня никто не поддерживал, кроме моих близких людей, потому что в этом направлении многие люди считали, что нету будущего. А сейчас, когда мы уже самостоятельно продвинулись немного вперед, и мы показываем, что за творчеством, за поэзией действительно, в поэзии действительно есть большой интерес, и молодежь этим интересуется, нас стали, конечно же, поддерживать. Нас поддерживает Министерство культуры, Даур Вадимович. Огромное отдельное ему спасибо за то, что благодаря ему сегодня мы организовываем такое прекрасное мероприятие. Многие считают, что настоящая поэзия закончилась в прошлом веке. Однако и сегодня, в век высоких технологий, стихи продолжают звучать со сцены. В программе абсолютно разные стихи, абсолютно разных авторов. Там будут произведения Эдуарда Асадова, будет произведение Расула Гамзатова, будут произведения абхазских поэтов Руш Бисмыр, будет произведение Дармита Гулия. Поэтому произведений очень много, в основном они все разные. 1,5 часа пролетели как один миг. Этим вечером мы все побывали в путешествии, в волшебном мире поэзии, полном света, добра и гармонии. А нашим проводником стала удивительная Иланда Джикерба. И сердце твердит мне: иди же и действуй, но только одно не забудь наперед. Ты сам своей энергии большой соответствуй. А все остальное, поверь мне, придет. Эсма Гуланзе, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Абхазский государственный университет продолжает прием документов от абитуриентов до 15 июля включительно, ежедневно с 10 до 16 часов. Дополнительную информацию можно получить в приемной комиссии АГУ по телефону 223 10 22 или на официальном сайте. А в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 15 июля на территории Абхазии ночью и утром местами ожидается туман, днем без осадков. Температура воздуха ночью 16-21, днем 24-29 градусов тепла. Температура морской воды плюс 25 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.